Вы смотрите новости, в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Вначале коротко о главных темах этого утра. Предприниматели в сфере торговли смогут получить до 5 миллионов рублей займа. В Якутию направят средства на льготные займы. Первые якутские книги, которые поступили еще в XIX веке. Российская государственная библиотека имени Ленина бережно хранит печатные издания. Соревнования молодых деятелей искусств высокого уровня мастерства. В Якутии завершились отборочные туры Дельфийских игр. Взимание в России подоходного налога с процентов по банковским вкладам будет временно отменено, заявил накануне премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Он напомнил, что эта норма была введена с 1 января 2021 года. Предполагалось, что с части дохода, полученного по депозитам, нужно заплатить налог в 13%. При этом не имело значения, размещены ли средства в одном или разных банках. Айсан Николаев встретился с депутатом Государственной Думы Петром Амосовым. Петр Револьдович доложил о своей работе в Комитете по транспорту и транспортной инфраструктуре. На рабочей встрече были рассмотрены инициативы по развитию транспортной системы и сельского хозяйства в республике в ближайшие годы. Ряд профильных законопроектов уже обсуждается в Государственной Думе, и интересы якутян необходимо учесть при их разработке. Для Якутии особенно актуален вопрос строительства мостов и развития круглогодичного транспортного сообщения. Напомним, Владимир Путин поручил Минтрансу России обеспечить к 2030 году круглогодичное транспортное сообщение по 3 федеральным автомобильным дорогам Дальнего Востока. Это Лена, Вилюй и Колыма. Мы затронули вопрос строительства и проектирования моста. Это через Амгурику естественно, до Усьмаи. Проект довольно такой интересный. Усьмаи – это у нас перспективный район. Планируется по республике Саха-Якутия расширение природопользования. Поэтому необходимо строить именно вот такие объекты, где в будущем будет перспектива в добыче полезных ископаемых. Республика направит заявку о дополнительном финансировании из федерального бюджета на проведение инженерных изысканий по проекту берегоукрепления столицы. Так, к следующему году подготовит проект по строительству защиты города от негативного воздействия вод на участке села Табага до села Тулагина. Проект набережной и берегоукрепительных сооружений начнут разрабатывать в 2022 году. Об этом сообщил премьер республики Андрей Тарасенко во время итогового отчета за 2021 год в городе. Порядка 470 семей установили пожарные извещатели с начала 2022 года в Якутии. Автономные дымовые пожарные извещатели в своих домах и квартирах в рамках акции «Предупреди пожар, установи АДПИ» установили 469 семей республики с начала этого года. Акция, направленная на предупреждение возникновения пожара в жилых домах, была запущена в 2021 году. В этом году работа проводится в рамках проекта «22 лучшие инициативы 2022 года», посвящена столетию образования Якутской ССР, десятилетию создания Госкома БЖ и 205-летию пожарной охраны республики. С момента запуска акции приборы появились почти у 1500 многодетных семей, одиноких пожилых людей, граждан с ограниченными возможностями здоровья и семей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации. Рост закупочной стоимости, увеличение ставок по кредитам, повышение курсов валют, закрытие авиасообщения. С такими последствиями экономической нестабильности на фоне новых санкций со стороны США и Евросоюза уже столкнулись представители малого и среднего бизнеса в Нерюнгринском районе. Планируется ли рост цен на товары и услуги? Какие последствия санкций отметили предприниматели? Как приспособиться к новой реальности, выясняла Ирина Жданова. Формирование необходимых запасов промышленных и продовольственных товаров поставлено на особый контроль. Сейчас в магазинах Нерюнгри дефицита продуктов нет. Так, в одной из крупнейших сетей супермаркетов компании «Айгуль» склады обеспечены товарами на целый месяц для 3 районов – Нерюнгринский, Алданский и город Якутск. Сегодня надо говорить правду. Это цены поднимаются частично. А в основном цены поднимаются на товар, где импорт и где есть часть импорта.
В первую очередь поднялись цены на алкогольную продукцию, особенно все импортного производства. У нас товар был на консигнации, сразу поставщики подняли до 30%, и мы тоже по инерции подняли цены. На повышение цен повлияют завышенные тарифы на транспортные услуги и банковские проценты. Но многие предприниматели занимают выжидательную позицию и сдерживают цены на свои товары и услуги. У нас, например, в наших магазинах большой товарный запас. Мы можем еще цены держать до прихода нового товара. Лето у нас проплачено под 100%, поэтому летний товар у нас почти останется в диапазоне доллара 78 рублей. Вот. А по приходу нового товара зимнего, естественно, будет подъем цен. Большая часть товаров в магазины поступает с оптовых баз. И первыми экономические потрясения ощутили именно оптовики. Розничная сеть и конечные потребители сегодня продают и покупают ту продукцию, которая была завезена на склады ранее по старым ценам. Россия по-прежнему ввозит алкоголь, рыбу и другие продовольственные товары из стран Европы. Также в Нерюнгринский район регулярно поступает и мясная продукция. Риск того, что нерюнгринцы останутся без кофе или мандарин, минимален, так как страны, которые импортируют эту продукцию, России никаких санкций не объявляли. Ирина Жданова, Захар Головин, Вадим Барашков, Нерюнгри. 400 миллионов рублей направят на льготные займы предпринимателям в Якутии. Якутские предприниматели в сфере торговли смогут получить до 5 миллионов рублей займа под 8% годовых сроком на 2 года. Кабмин республики направит 400 миллионов рублей на эти цели. Также власти Якутии намерены запустить меры по субсидированию части процентной ставки по кредитам для предпринимателей оптовой торговли. Кроме того, всем предпринимателям, оплачивающим налоги по упрощенной системе доходы, планируют установить минимальную ставку в размере 1%. А для плательщиков на базе дохода минус расходы 5%. Исключение составят предприниматели, реализующие подакцизные товары и предоставляющие финансовые услуги. В дополнение к этому ввод налога на имущество с его кадастровой стоимости перенесут на 2023 год. А на текущий год будет приостановлено действие требования об отсутствии задолженности по уплате налогов. Капитальный ремонт Национальной библиотеки Республики проведут в этом году в рамках мероприятий к столетию ЯССР. На это предусмотрено 30 миллионов рублей. Будут отремонтированы первый и второй этажи здания, а в следующем году третий и четвертый. Отмечается, что в ходе работ заменят систему отопления библиотеки, окна, двери, электропроводку и проведут внутреннюю отделку. Кроме этого, отдельно для ремонта вентиляции выделены 10 миллионов рублей. Между тем, Российская государственная библиотека имени Ленина бережно хранит и редкие печатные издания, и книжные экземпляры наших дней. Сколько якутских книг хранится в именитой Ленинке, как якутяне могут посетить главную библиотеку страны, не выходя из дома. Айсена Бурнашова увидела самые первые якутские книги, поступившие в фонды еще в XIX веке, и узнала, как работает библиотека для онлайн-пользователей. Это титульный лист и часослов «Псалтырь» на якутском языке. Часослов и псалтырь, литургия святого Иоанна Златоуста, а еще якутско-русский букварь – одни из первых якутских книг, поступивших в Российскую государственную библиотеку. Все в отличном состоянии дошли до нас, читателей, в полной сохранности, хоть и были изданы почти 2 столетия назад. Это точно дифтонг, и это дифтонг «дж». Их в 1858 году с церковнославянского на якутский язык перевел и издал протоиерей Дмитрий Хитров. Несколько лет он жил в Якутии. Тексты молитв, церковные песнопения, культурные и исторические связи. Благодаря этим книгам можно не просто прикоснуться к истории, но и узнать, как развивался якутский язык. Например, какие слова были в обиходе столетия назад и какие даже дошли до наших дней. Алгыс, благословение, это правильно. Ну, сохранилось так же. Да. Андагар, клятва. Главная миссия – сохранить и увеличить коллекцию библиотеки. Всего в Ленинке хранятся книги, написанные на 300 языках мира. Помимо отдела редких книг, якутские издания можно найти и в основном фондохранилище. Там в 20 шкафах находится около 11 тысяч книг. Организован он был в 1946 году как отдельный подфонд вот с таким количеством изданий. Но в нем есть и книги, которые изданы были раньше этого времени. В
В Ленинку поступают по 2 печатных экземпляра всех изданий, а также электронные копии этих изданий. Поэтому языковое и культурное богатство библиотеки растет с каждым годом. Сегодня это около 50 миллионов книг. Ознакомиться с их фрагментами можно также онлайн, находясь в любой точке мира. Он может это сделать из дома, зарегистрировавшись на сайте и оставив там заявку. И буквально в течение 2-3 часов он получит этот фрагмент. В среднем в прошлом году у нас было 15 тысяч обращений от физических лиц. Соответственно, 15% от этого количества – это все обращения из Якутии. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Москва. В Якутии завершились отборочные туры Дельфийских игр. Они прошли на 12 площадках профессиональных образовательных организаций. По итогам отборочных этапов определена команда. Это 70 творческих и креативных ребят, которые представят регион уже во всероссийском этапе. Дельфийские игры в этом году пройдут уже в 21 раз. Столицей главного тура, который пройдет с 22 по 27 апреля, выбран город Красноярск. Наша команда будет состоять из более 70 человек. А именно отрасль культуры и искусства будет представлять 20 молодых и талантливых наших ребят, студентов. Они будут представлять наши, учебные заведения. Это Высшая школа музыки, колледж культуры и искусства, музыкальный колледж и художественный колледж. Дельфийские игры состоят из 34 номинаций, и из них в 22 будут представлены наши студенты. Это очень, конечно, почетно. Безусловно, отбор на эти игры проходит долго довольно-таки, да. Они прошли все региональный отбор, а входят в число участников это, конечно же, лауреаты российских, международных конкурсов, региональных, наших республиканских конкурсов, ну и талантливые ребята, которые, возможно, еще не стали лауреатами конкурсов, но у них есть на это все данные. И в завершении выпуска о погоде. Синоптики прогнозируют метель при ветре 15-20 метров в секунду местами на арктическом побережье республики в субботу, 12 марта. Температура воздуха ночью составит -30, -35, при снеге -20, -25. Днем -10, -15 градусов. На западе, юге и северо-востоке ожидается небольшой снег. На севере столбик термометра ночью опустится до -15, -20. На юго-востоке низовье Колымы до -5, -10 градусов. А в столице республики сегодня обещают погоду преимущественно без осадков. Ветер северный со скоростью от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха днем -11, -13 градусов. На этом у нас все. Оставайтесь на нашем телеканале.